Мир вам, братья и сестры! С днем обретения мощей блаженной Матроны Московской. Матронушка, матушка, моли Бога о нас. Нож очередной соорудили. Покажу. Сам с ножа не выпрыгивает, вынимается одной рукой, пальцем упираете сюда, вот так выходит. И сразу проверим. Вот рог лося. Угол заточки очень острый, поэтому специально, конечно, им кости лучше не рубить, но если косточку заденете, ничего ему не будет. Так. Транспортерная ленточка. Вот в этом месте оно, получается, не клинит его, поэтому рез такой. Глубину резать удобно якутским ножом. Так, теперь, что еще хотел, по дереву хотел показать. Вот именно вот такие вот вещи, которые неудобно делать прямым ножом. Тут получается делать поудобней. Ну, примерно так понятно, да? Далее вот коровий хвостик. Волосы режут хорошо. Кожу. Кожа немножко такая подсохшая уже. Но тем не менее вот видно, да, что он режет вместе с волосами. Так, и как газетки. Проверим. Держу двумя пальчиками. Тем не менее режет. Так, и уход покажу за ней какой. Рано или поздно нож затупится. Деревянный брусочек, кусочек наждачки. Гридность в зависимости от затупления выбираете сами. Ну, потому что камни дорогие, а наждачка намного дешевле обходится. И в поход ее взять как бы меньше места занимает это все. Вот по плоскости со стороны дула. Плоскости тут минимум, поэтому времени много заправка не занимает. И по плоскости просто снять заусенчики. Так, и тут 9 ХС или 9 ХФ, они почти одинаковые, по термичке, по крайней мере. Поэтому вот склонность. Если вот, допустим, нету тряпочки, просто пальцами вот так вот вытерли ее. Ну а если есть возможность смазать, то любым животным жиром, только не растительным. Или вот домашний баллистол вот такой продаю. То есть аналог баллистола, но немножко по-другому сделан. И как бы, если что, можете приобрести, обращайтесь. Так, значит, клиночек смазали. И этим же составом я и обувь тоже им мажу, и ножны сами. Кожа тоже требует смазки, ухода, чтобы она была эластичная. Тут, значит, в ножнах какая система? Две половинки дерева без клея, обтянуты кожей без швов. Да. Хвост крупного рогатого скота. И она, получается, эти две половинки немножко как бы амортизирует. Чтобы она амортизировала лучше, нужно пропитка обязательно, потому что любая кожа нуждается в уходе.
Ну и также, чтобы влагу отталкивало, чтобы не рассыхалось. Вот, в принципе. Ну, в общем, примерно так. Ну и дерево, если... Оно, кстати, даже вот это вот состав этот на ранке заживляет хорошо. Всего самого доброго, до свидания.